Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Мы находимся в Якутии. И сегодня я хочу записать для вас ролик. Поездка в Жиганск наземным транспортом. У меня уже были такие ролики ранее. И сегодня я хочу сделать небольшой сюжет о том, как мы поедем вот на таком автомобиле. Это отечественный автомобиль марки Газель, Соболь. Вот. И хочу записать небольшой сюжет, сколько ехать, как ехать к нам на своем автомобиле. Так, присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Температура воздуха 27 градусов. Время местное 15:00. Мы выехали из города Якутска. Сейчас вот поедем, поднимемся вот на эту сопку и пойдем уже по поверхности. Дорога пролегает через лес, через поселки. Хотя город Якутск стоит на реке Лена, и Жиганск стоит тоже на реке Лена. Автозимника по реке у нас нету, только через лес. Итак, поехали. Ну вот, нас не очень много. У нас 2 водителя и нас 2 сзади. В основном эта машина везет очень много груза. Груз коммерческий. Вот. Продукты питания в магазин. Там вот заказы людей. Часть нашего есть багажа. Вот. И вот такой вот салон, конечно, наш отечественный автопром. Вот водитель установил музыку новую. Когда мы с ним встречались, я передавал свой груз пораньше за сутки. Он был в сервисе и устанавливал новую аудиосистему в автомобиль. Дорога нелегкая, не близкая, поэтому водители очень у нас подготовленные люди, знают, с чем имеют дело, поэтому очень много с собой возят различных запчастей, в общем, готовы ко всему, инструменты всегда с собой. Вот. Такие дальние поездки не едут просто так, обычно всегда бывает готовятся. И, конечно же, водители друг друга всегда подстраховывают, всегда друг другу стараются где-то помочь, подсобить, вот. И поэтому у нас люди такие. Вообще у нас в Якутии люди очень доброжелательные и понимающие то, что потому что живем в таких суровых условиях, большие расстояния, собственно, малолюдные места, и поэтому вот так вот поедем сейчас. Друзья, также сообщаю, что в моих сообществах ВКонтакте Клевая Рыбалка и Клевая Рыбалка Лайв ролики выходят на сутки раньше. Поэтому имейте в виду, друзья, подписывайтесь. Там очень большое, очень классное дружное сообщество. Обмениваемся видео. Постоянно выходят какие-то новинки. Есть свой разделы различные, интересные. И, возможно, будем добавлять что-то новое. Обсуждение и так далее. 16:45. Мы приехали в поселок Магарасы. Это первый поселок первого района, Улуса района. Вот. Здесь находится, по дороге находятся чайные. Вот. В данный момент за мной вот такая вот чайная, в которой путники останавливаются, пьют кофе, чай. Ну, это как кафе такое придорожное. Вот. Можем зайти ради интереса, посмотреть, поснимать цены. И ко мне едет один гость. Он едет на своем автомобиле из Казахстана. И вот буквально перед приездом сейчас вот мы с ним разговаривали. Я позвонил. Я совсем забыл сказать ему про утепление автомобиля, друзья. Смотрите, дело в том, что у нас зимой очень холодно. И с автомобилями делают некоторые такие вот модернизации, так скажем, да. Посмотрите, носовые части как утепляются автомобили. Вот. Здесь двигатель тоже утепляется.
как снаружи, так и снутри. Вот. Обрешетка вот радиаторная тоже, как вы видите. Потом стекла. Стекла у нас у всех ставятся двойные. То есть вот это лобовое стекло, оно приклеено поверх другого лобового стекла. Боковые стекла, вот это вот сейчас современный материал пошел, такой пэт-пленки. Вот, и просто на двухсторонний скотч, вот этот утеплитель оконный. И клеится пэт-пленочка. А раньше вырезали стекла прям стеклорезом и клеились обычные стекла в старину. Вот. Ну и потом вот и скотчем обычным, вот. Скотч у нас используется, как вы знаете, везде. Им просто приклеивается. А посмотрите, как нагружена машина. Вот. Вот такие багажники устанавливаются на автомобиле, кто ездит. Даже вот видим багажник на другом автомобиле, более на иномарке. Как вы видите, вот водители возят с собой всегда запчасти. В данном случае рессора от автомобиля, потому что может сломаться в пути. Ну, шланги, потому что горючку с собой берет, едем далеко, там уже заправочных не будет. Вот. Запасные колеса обязательно. Причем не одно. Я ездил в горную часть, там таксист в багажнике 7 или 8 колес возил. И мы по дороге меняли эти колеса. Кафе бывают разные, придорожные. Но вот это кафе, оно вот сделано в таком, оформлено в таком стиле. В общем, довольно прикольно смотрится. Там есть музей даже свои. Ну, кто как делает, какой дизайн. Вот. Чем ближе, ну, чем дальше отдаляться будем, тем будет кафе меняться. Конкуренция очень большая, поэтому хозяева вот этих кафе делают вот такие вот различные типа музеев, чтобы люди приезжали, останавливались, кушали именно в их кафе. И это круто. Смотрите, какой раритетный музей. Все это наверняка бралось у жителей этого села. Вот. Старые вещи вот эти, кто помнит, вот, Советский Союз. Смотрите, даже форма есть. Погранцов, по-моему. Или это артиллерия. Вот. Ну, здесь Картоева очень много фотографий. Вот, борец наш. В свое время он защищал честь республики на соревнованиях. Неоднократный призер и победитель различных соревнований, как российских, так и международных. Ой. Будьте здоровы. Спасибо. Оператор. Вот Якутия славится своими волками. Вот смотрите. Волки, караси, дичь, рыба, медведи, все здесь. Шкура волка даже вот здесь сзади на заднем фоне. Так. Да нам будет больше тахтава трубу надо. Дипломат, в которых раньше деньги возили. Я учился, у меня в школе был такой дипломат. В 5-м, по-моему, классе. Вот дорожные чемоданы. А это вот для детей комната. Здесь могут дети
Разнообразие еды очень большое. Вот, смотрите, на любой вкус. Мясо, все есть. Мясо, даже порой бывают рыбные продукты. Вот. Салаты там есть. Взяли с собой небольшой перекус в дорогу. Дорога дальняя. Все остальное у нас есть. Мы с собой везем. Вот. Пили в этом кафе пирожки с пылу с жару, как говорится. С чем? А? С чем? С мясом. Так, сейчас время 8 часов. Это по пути между Вилюйском и городом Якутском. Поселок Автосол. В общем, едем нормально. Пирожки как домашние. Друзья, я вот сейчас не заснял. Мы останавливались в городе, близ города Якутска, заправлялись. Стоимость бензина была от 71 до 72 рублей. Это в городе Якутске. И чем дальше мы будем отдаляться, ехать в сторону севера, тем бензин будет дорожать. Следующая наша остановка на заправочной. И там я уже вам покажу, сколько стоит бензин. «92-й 71,20, дизельное топливо 93,30 и 95-й 74,50 стоит». Икель Алавчереш, дорогие друзья. То есть добро пожаловать, так написано на этом визитной карточке Жиганского района. Да, вот на этом мемориале границы Жиганский район. Смотрите, здесь изображен герб Жиганского района. Смотрите, сейчас мы находимся вот здесь. Вот в этом месте мы находимся, в этой точке. И следующий наш поселок — это Бестях, потом Бахана и потом Жиганск. В Жиганском районе всего 4 поселка. Вот. Вот Джанджан, он уже не совсем как бы жилой, вот наверху который. И там дальше уже идет до моря, уже Приморской район один, Булунский, и все. Сейчас, друзья, время уже 9 часов утра. Мы вчера выехали, я напомню, в 3 часа. И вот мы доехали до сюда. На самом деле мы ночью спали с Марией. И утром вот только проснулись на границе Жиганского района. Ну вот, дорогие друзья, в 19:00 мы приехали домой, разгрузили свои вещи,
Ехали мы 28 часов. Дорога после основной трассы, после федеральной трассы начала все сужаться. И в итоге, когда мы ехали уже по Жиганской дороге, это уже была просто наталканный геологический профиль прямой. Вот ко мне, кстати, едет Ермек Юсупов из Казахстана. Он делает ролик «Путь из Астаны до Жиганска». Можете посмотреть этот сюжет у него. Сейчас он в данный момент в Инстаграме ведет свой блог, но будет ролик на Ютубе у него. Стоимость проезда 10 тысяч пассажир. Нас двое с Марией, мы заплатили 20 тысяч. Плюс у меня еще около куба багажа было с собой. Это продукты, ящики, коробки всякие, там личные вещи. За это мы заплатили еще 4 тысячи. Итого получилось 24 тысячи. 28 часов, тысячи с лишним, 1020, 1030 километров. В общем, вот так вот, друзья. Так что, кто хочет приехать из Якутска, милости просим. На самом деле мы ехали на такси, который полностью груженный, как вы видели, очень тяжелый. Такси едет не быстро. Такие вот грузовые такси, они стараются как бы в щадящем режиме, берегут автомобиль, берегут груз, который они везут. Но один раз мы на ланд-крузере, на джипе, доехали за 16 часов пустыми. Там были просто вещи, но это для джипа не вес. Долетели просто, можно сказать. Поэтому, смотря на каком автомобиле едете, вот так вот, имейте в виду. Все, с завтрашнего дня мы начинаем подготовку к рыбалке. Скоро у нас будет отличнейшая рыбалка. Ко мне приедут гости. Погнали.